Всем доброе утро, отличного настроения. Итак, первый день осени, 1 сентября. Отличный повод улыбнуться и вспомнить, кто уже закончил школьные годы, о том, что сегодня день знаний. А это значит, что у нас букеты, белые банты и отличное настроение, чтобы вспомнить школьные годы. Но у меня со школьными годами такая тесная вот эта прямо ассоциация. Это где-то до 15 сентября, по-моему, ездили на картошку, собирали картофель. В общем, друзья, сегодня действительно праздник. Я думаю, что школьники уже проснулись вместе с родителями, готовятся к школьным линейкам, к классным часам. А мы, в свою очередь, с Вероникой сегодня постараемся сделать ваше утро по-настоящему добрым и бодрым. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», на который можно подписаться и узнать самые интересные сюжеты, посмотреть сюжеты, узнать новости и, конечно же, обязательно... Зарядиться хорошим настроением. Да, и подписывайтесь. А какая погода сейчас за окном, что ждет на школьных линейках? Давайте узнаем прямо сейчас. Итак, в центральных районах сегодня плюс 8, плюс 20, в речной группе 12, 22 выше 0, в южных 10-20 градусов тепла, в Вилюйской группе плюс 11, плюс 21, в Нижнеленских 11-19 со знаком плюс, западных 11-19 выше 0. В Колымо-Интегирской группе Улусов плюс 5, плюс 20, в Янске 6-14 со знаком плюс. На северо-западе 7-16 градусов тепла. В Якутске в 6 часов утра температура составила плюс 13 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер южный 2 метра в секунду. Сегодня днем нам обещают ветер западный от 2 метров в секунду, дождь. Это в Якутске у нас, будьте внимательны, если собираетесь на линейку, не забудьте зонтик. И температуру достаточно комфортную, плюс 20, плюс 19 градусов. Погода достаточно радует, что линейка пойдет в тепле, но дождик немножко может испортить настроение, поэтому захватите зонтик, чтобы ваши красивые бантики не промокли. Мне кажется, дождик, по-моему, ближе к вечеру будет. Поэтому мало надеюсь, ли, что, да. Лучше пройдет перестраховаться, потому что погода у нас бывает, такие шутки преподносит, непредсказуемая. Поэтому, чтобы не испортить настроение, особенно тем, кто идет первый раз, первый класс, нужно захватить с собой не только сменку, но и зонтик. Начало осени, кстати, это же изменение погоды, да, то есть становится прохладней. И самое главное, следить за иммунитетом, а ничто так хорошо не поднимает иммунитет, как утренняя зарядка. Доброе утро! С вами фитнес-инструктор Лилия. И мы с вами начнем это утро с танцевальной зарядки. Итак, мы ставим ноги шире плеч, работаем шейк бедрами, трясем как можно быстрее. Приготовились? Поехали. И 1, 2, 3, 4. Движение похоже, как будто бы вы бежите. 1, 2, 3, 4. 1, 2, мелкие, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Добавляем руки, мы работаем. Вдох, выдох, вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Отлично. Ножки ставим вместе. Ударяем вперед правая, выводим пятку, вернули. Левая и 2 раза правая. 2. Еще и 1, 1, 2 раза. Ножку при этом каждый раз возвращаем. 2. Еще 1, 1, 2. 1, 1, 2. Есть. Ноги шире плеч, поднимаем колени в стороны, начинаем с правой ноги. 1, 2, 3, 4. И грудной отдел вперед выводим, лопатки сзади сводим, плечи назад. И 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Работаем 2 шага вправо. 1, 2. И вперед выводим левую ногу. Вес даем на левую, вернулись. Влево 1, 2. Правая вперед, вернулись. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Есть. Теперь соединим все упражнения и потанцуем. Бедра. Вдох. Выдох. Еще. Вдох. Выдох. И
1, 2. 1, 1, 2. Колено и раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. Еще. 5, 6. Вправо. И хоп, раз, два. Хоп, раз, два. Хоп, раз, два. Еще. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И бедра. Плечи. Бедра. Плечи. Колено и 5, 6, 7, 8. Благодарю, кто выполнял сейчас вместе с нами зарядку. Увидимся. Отличного дня! Спасибо большое нашему тренеру за такое прекрасное настроение. Я думаю, что все точно под этот трек проснулись, а если еще успели повторить все правильно, то взбодрились. Поэтому собираемся на линейку и слушаем последние новости. Доброе утро, Якутия! Расскажем о самых заметных событиях к этому часу. Праздничные мероприятия, посвященные Дню шахтера, прошли в Нерюнгри. Память погибших у мемориала Алексея Столыпина почтили минутой молчания. Участники митинга возложили цветы как дань уважения первопроходцам, которые отдали жизни за развитие угольной промышленности в Якутии. Также глава республики осмотрел место будущего культурного парка. В настоящее время ведутся строительные работы. Айсен Николаев поздравил нерюнгринцев с Днем шахтера и вручил государственные награды. В этом году, несмотря на все сложности и на мировом рынке, и на внутреннем рынке, несмотря на непростую экономическую ситуацию, но в полувековой свой юбилей Нерюнгринским районом будет добыто свыше 50 миллионов тонн угля. Это замечательный результат. Еще раз говорю, это результат большой работы последних лет. И дай бог на этом не останавливаться, идти вперед. Ну и самое главное, чтобы благодаря вот этим достижениям улучшалась жизнь и людей здесь, в Нерюнгри, в Нерюнгринском районе и в целом нашей республике. Якутия в этом году может установить рекорд по добыче угля, достигнув отметки в 50 миллионов тонн. За первые 7 месяцев текущего года уже добыто 30 миллионов тонн, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Этот рекорд совпадает с 50-летним юбилеем Нерюнгри, угольной столицы региона. Ключевую роль в достижении этого результата играют компании «Эльга Уголь» и «Якут Уголь». 12 учителей из Якутии стали лауреатами престижной ежегодной премии Министерства просвещения России. Каждый из педагогов из 9 районов республики и города Якутска получит денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей. Всего по стране награждены 1250 учителей за выдающиеся заслуги в сфере образования и воспитания. Профессионалы и любители сошлись за звание самого меткого стрелка из лука. Более 40 участников демонстрируют мастерство в 5 дисциплинах, среди которых стрельба и из составного и длинного луков. Спортсменам предстоит поразить 14 мишеней различных животных, таких как рысь, барсук, сурок и другие. Расстояние до мишеней остается для спортсменов в секрете вплоть до начала стрельбы. На одну мишень лучникам дается 2 попытки. По итогам самые меткие участники перейдут в 8-ю финала и в сам финал. Первые соревнования были в Намсах. Это у нашей тоже лучницы Релик Гундаяна. Вот первый раз провели в Намсах. Мы пока закупили, и в следующем году, то есть в 2025 году, наши эти фигурки поступили, и сразу мы начали такие соревнования. Приезжают с Намсов, вот самги сегодня приехали с Горного Улуса. Приезжают с Кангалас. Ну вот кто может, они все. Даже из Томпонского улуса приезжают.
Доброе утро еще раз, Якутия. Мы рады приветствовать всех, кто к нам присоединился. Сегодня особенный день для тысяч семей нашей республики. Дети идут в школу. И, конечно, один из главных вопросов для родителей – это безопасность. О том, как она обеспечивается, и о том, как можно стать одним из тех, кто стоит на страже порядка, мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии специалист отдела кадров управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Саха-Якутия, младший лейтенант полиции Аял Анварович Самурцев. Аял Анварович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, жители Якутии. Также поздравляю всех школьников с началом нового учебного года. Давайте начнем с самого актуального. Действительно, 1 сентября – это день особый. Расскажите, какие основные задачи стоят перед вашим подразделением сегодня, именно в День знаний? Основные задачи – это прежде всего обеспечение общественной безопасности, обеспечение правопорядка. Так, а также у нас... Наверное, регулировка получается. Да, обязательно движения? регулировка движения, тесное сотрудничество с патрульно-постовой службой для оперативного реагирования на любые сигналы. Всякое бывает. Также обязательно проверка школьных сигнализаций, которые у нас проводились на данном этапе. То есть при подготовке вот вы уже успели пройтись по всем школам, мы так понимаем, да? Да, все полностью прошли, проверили, все достаточно в хорошем качестве Ну, это в радует. плане безопасности. А вообще вот что в безопасности проверяете? Ну, вот сигнализации понятно, не знаю, запасные выходы, там спецкнопки, что проверяется? Проверяется ограждение, система видеонаблюдения, контрольно-пропускной режим, ну и также, как вы сказали, это тревожные сигнализации, которые выведены на наши пульты централизованной охраны. Мгм. Ну и сегодня, наверное, будут дежурства какие-то усиленные в школах. Да, у нас сегодня, получается, наши экипажи работают в усиленном режиме, приближены максимально к школам, там, где проходят торжественные линейки. Ну, то есть в каждой школе города. Да, ну действительно, это очень важная работа. Но сейчас давайте поговорим уже о вас самих. Вы представляете кадровую службу. Скажите, какие условия приема на службу и основные требования к кандидатам во вневедомственную охрану Росгвардии Якутии? Да, это действительно, так сказать, по моей стезе. Кадровая работа идет так. Нам необходимо, получается, наши... Не волнуйтесь. Требования к нашим кандидатам – это возраст от 18 до 50 лет. А также это обязательно 11 классов образования минимальное. Также ждем людей с высшим образованием, ребят, которые отслужили в армии, и те, кто хочет связать свою жизнь, так сказать, служению Родине. Мгм. Ну, в принципе, требования это образование, но физподготовка, наверное, да? Да, еще как-то? обязательно физподготовка – это подтягивание, бег на короткие и дальние дистанции, прохождение обязательной серьезной, так сказать, медкомиссии ВВК и психологическая проверка у нашего психолога. Мгм. Потому что сотрудник должен быть и здоров, и психологически, так сказать, не развит, а крепок. Ну, в и этом плане. физически и ментально должен быть Да. здоровым. Так. Мгм. Ну, понятно, что есть определенные требования для исполнения своих должностных обязанностей. А что взамен? Какие социальные гарантии вы предоставляете? Государство о нас очень хорошо заботится, и у нас, получается, идет эта стабильная заработная плата, которая с каждым годом увеличивается, и за звание, выслугу лет также идет как бы дополнительный заработок, дополнительный. Ну, в принципе, Да. это уже неплохо. Стабильность в наше время хорошо. Оплачиваемый отпуск, да? Да. Да, оплаченный отпуск до 56 суток. Каждый год отпуск оплачивается для самого сотрудника и для одного из членов семьи по всей России. То есть как бы в этом плане без проблем. Также это идет, что немаловажно, под наем жилья. То есть человек квартиру снимает, и ему дополнительно оплачивается. Компенсируется. Компенсируется. Субсидирование идет, да? Да. Ну, здорово. Особенно для молодых людей, которые только начинают свой служебный путь. Да. Да, именно так. Аял Анварович, что бы вы хотели пожелать в этот праздничный день нашим телезрителям, родителям, школьникам? Ну, школьникам,
как говорится, легкого, чтобы легко все обучение проходило и было познание нового. Родителям самое главное терпение и гордость о своих детей. Ну, в принципе. Ну, наверное, хорошего первого дня. Так точно. Безопасного и спокойного. Спасибо большое. Ну, я напоминаю, что у нас в гостях был младший лейтенант полиции Аял Самурцев. Вам еще раз большое спасибо. Ну и, соответственно, дорогие телезрители, будьте осторожны, берегите себя и поздравляем с Днем знаний. Ну, как мы видим, к новому учебному году готовятся не только школьники, родители и учителя, но и 1 сентября – это не только День знаний. Какие еще важные события связаны с первым днем осени, нам расскажет рубрика «Даты и события». На календаре 1 сентября. Сегодня День знаний. Официально он был учрежден в 1984 году. Также сегодня начало календарной осени. По народному календарю Фёкла свекольница. На Фёклу подмечали, какой дует ветер. Если с юга, то это сулило большой урожай овса. Этот день в истории. В 1255 году основана крепость Кёнигсберг. В 1902 году в этот день состоялась премьера первого в мире научно-фантастического фильма «Путешествие на Луну». Во Франции на экраны вышел фильм по мотивам произведения Жюля Верна, режиссера Жоржа Мельеса. В 1910 году в этот день открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок. Позднее фабрика получила название «Апрелевский завод грампластинок». Ровно 110 лет назад издан первый номер первого журнала на якутском языке «Сахасагата» «Голос якута». 1 сентября также считается днем основания ВГИКа. За свою столетнюю историю это учебное заведение неоднократно меняло наименование, но именно ВГИК стало тем именем, с которым связано его общероссийское и мировое признание. В 1939 году в этот день началась Вторая мировая война. 1 сентября также день рождения белорусского ансамбля «Песняры». В 1985 году в этот день в Атлантическом океане обнаружены обломки лайнера «Титаник». Спустя 73 года после одной из крупнейших морских катастроф совместная американско-французская экспедиция обнаружила место залегания «Титаника». С тех пор было поднято около 5000 артефактов, обнаруженных среди обломков «Титаника». В 2004 году, 1 сентября, был совершен террористический акт в средней школе номер 1 в городе Беслане. В течение 3 дней террористы удерживали в здании школы более 1000 человек. Год спустя на мемориальном кладбище Беслана, где захоронены жертвы теракта, состоялось открытие памятника Древа скорби. В этот день родились Наталья Нарышкина, русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I. Иннокентий Анинский, русский поэт Серебряного века. Эдгар Берроуз, американский писатель. Сейдзи Адзава, японский дирижер. В этот день родился Валерий Легасов, советский ученый, химик, неорганик, академик, герой России. Сегодня свой юбилей отмечает Наталья Харлампьева, народный поэт Якутии. Также в этот день увидел свет Сергей Кармаш, советский российский актер театра и кино, народный артист России. Именины сегодня у Андрея, Николая, Тимофея и Фёклы. Семья – это наша крепость, но даже в самой крепкой крепости иногда возникают споры и недопонимания, требующие не только душевного разговора, но и знания законов. Да, как ни печально, алименты, раздел имущества, брачный договор, как защитить свои права и не нарушить права близких. Следующий сюжет с советами от профессионального юриста будет очень кстати. Сегодня поговорим о том, как определить место жительства детей. Доброе утро, Якутия! В одной из рубрик Совета юриста мы уже поднимали тему расторжения брака. Сегодня же поговорим о том, как правильно поступить, если после развода у вас остались несовершеннолетние дети. Данная тема очень деликатная. Родители самостоятельно и с учетом мнения детей решают, с кем из родителей останутся проживать несовершеннолетние. Будет прекрасно, если стороны обоюдно придут к единому решению. Зафиксировать такое решение письменно можно у нотариуса, где нужно будет прописать, с кем из родителей останутся проживать дети. Но если договориться не удалось и каждая из сторон настаивает на проживании детей именно с ней, тогда придется отстаивать свои права в судебном порядке.
Исковое заявление об определении места жительства детей подается в городской суд или районный суд по месту жительства ответчика. Госпошлина для подачи такого заявления составит 3000 рублей. В заявлении необходимо аргументированно изложить все обстоятельства и доводы и убедить суд в том, почему ребенку или детям необходимо проживать именно с вами. Для этого суду необходимо предоставить сведения о вашем имуществе, о составе семьи, сведения о доходах, справки и характеристики с работы, характеристики с учебных и медицинских учреждений на детей. Список документов не является исчерпывающим. Судом может быть предложено предоставить и другие документы и доказательства. К участию в деле всегда привлекаются органы опеки и попечительства, которые производят обследование жилых помещений матери и отца, для того, чтобы суд мог установить возможность проживания детей в таких помещениях. Нередко назначается судебная экспертиза, которая поможет установить уровень привязанности ребенка к родителям, влияние родителей на мнение ребенка, наличие доверительных отношений или, наоборот, раскрыть страхи и опасения ребенка при проживании с одним из родителей. При разрешении спора суд может прийти к выводу о необходимости опросить самого ребенка и узнать его мнение по поводу сложившегося спора между родителями. Но учет мнения ребенка, достигшего 10-летнего возраста, обязателен. Опрос ребенка производится в присутствии педагога в условиях, исключающих давление на ребенка со стороны. Знайте, что при вынесении решения суд в первую очередь учитывает и соблюдает интересы детей. Кроме того, принимает во внимание их возраст, привязанность к каждому из родителей, братьям, сестрам и другим членам семьи, нравственные и личные качества родителей, учитывается их род деятельности и режим работы. При этом преимущество в материальном положении одного из родителей не является безусловным основанием для определения места жительства ребенка именно с ним. Также учитываются другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из родителей. Напоследок отмечу, что отношения между родителями и детьми являются длящимися, а это значит, что после решения суда обстоятельства могут кардинально измениться, и отдельно проживающий родитель может повторно обратиться в суд и изменить место проживания детей. На этом все. До новых встреч. И если не знаете, как поступить, поступайте всегда по закону. Ну, я считаю, что это должно остаться полезной информацией, а всегда лучше в отношениях найти какой-то компромисс, ну и договориться без судебных тяжб. Ну, если не получается, то всегда рады помочь вам полезными знаниями. Да, и продолжая тему знаний, тем более сегодня у нас День знаний, мы затронем такую достаточно щепетильную тему. Она вроде на поверхности, вроде от нее несложно избавиться, но тем не менее тысячи людей постоянно становятся жертвами мошенников. Это да. Да, тема мошенничества очень часто стала появляться в нашем информационном пространстве. Ну и, конечно, это неспроста. Действительно, проблема на самом деле очень острая. Как себя обезопасить от проблем, нам расскажет рубрика «Финграмотность». Слушайте внимательно, чтобы не стать жертвами мошенничества. Аферисты часто наживаются на тех, кто уже попался на крючок их сообщников. Например, сначала лжеброкеры убеждают людей вложиться в сверхдоходные активы, а потом перестают выходить на связь и передают контакты псевдоюристам. Те связываются с пострадавшими и обещают вернуть пропавшие инвестиции. За свои услуги они берут немалую плату и тоже исчезают. Другие аферисты находят обманутых людей с помощью рекламы. В объявлениях они гарантируют возмещение потерь всем, кто перевел деньги мошенникам. Выплатами занимаются якобы некие центры компенсации. Иногда обманщики прикидываются реальными организациями, которые защищают права клиентов, банков и брокеров. Но какую бы легенду ни выбрали мошенники, они обязательно требуют что-то оплатить – пошлину, налог или комиссию. Либо выведают данные карт и крадут с них деньги. Если вы сообщили данные своей банковской карты, либо дали доступ к своему личному банковскому кабинету мошенникам, то банки не обязаны компенсировать вам ваши потери. Их не возместят ни юридические фирмы, ни финансовые уполномоченные, ни любая другая финансовая организация. Если вы вдруг отправили деньги мошенникам под их уговорами, но банк это увидел, он может приостановить эту операцию на 2 дня и уведомить вас об опасности. Но он это сделает только в том случае, если реквизиты, на которые вы перечисляете денежные средства, они уже есть в базе Банка России, которые содержат подозрительные счета.
Если же вы все-таки по истечении 2 дней решите вновь отправить деньги на эти реквизиты, то банк уже вам их возместить не сможет. Чтобы вернуть украденное, нужно обращаться в полицию. Если преступников удастся поймать, появится шанс получить возмещение через суд. Но действительно очень серьезная тема. Вероника, тебе звонят мошенники? Ну, ты знаешь, мне, наверное, как-то повезло, потому что я сейчас не могу тебе сказать, кто установил блокировку, то есть то ли какое-то предложение вот от каких-то служб, то ли это была финансовая какая-то организация. Вот я установила блокировку от нежелательных звонков, и как-то стало очень спокойно. Да, вот периодически отражается, что звонок заблокирован, но, к сожалению, так получается, что порой и правильные звонки тоже блокируются. Ну, это, я думаю, можно устранить, можно перезвонить и уточниться, если ты ждешь, правда, от финансовой организации какого-то звонка. Достаточно удобная вот вещь, да, такая блокировка от нежелательных звонков, и спам-звонки отметаются, и получается, я думаю, мошенники тоже, потому что вот за последнее время ни разу ни один звонок. То есть раньше звонили, тоже бывало, я просто скидывала звонки, да, но не продолжала разговор, то сейчас они просто до меня не доходят. Но у меня чуть другая ситуация, я тоже поставил блокировку, да, то есть, ну, это можно сделать спокойно, да, то есть посмотреть в поиске, вот, но была ситуация другая, я через чат поддержку одного банка написал, что хочу отказаться от страховки, и банк начал мне сразу перезванивать, но в том числе и от банков тоже как бы блокируются звонки, оказывается, вот, пришлось отключать и заново подавать заявку. Да, будьте внимательны, они так работают. Ну, мне кажется, вот одна из наиболее хороших услуг, которые существуют сейчас, это запрет на кредит. Да, самозапрет на кредит через госуслуги. Вот я рекомендую, как даже не специалист в области права, а как обыватель, поставить такую функцию всем пожилым людям. Вот мне кажется, они порой вроде бы все знают, ориентируются, понимают, что мошенники, но когда им резко звонят в какой-то жизненной ситуации, заняты, да, возможно, кто-то еще продолжает рабочую деятельность, да, то есть трудоустроен, и вот в это время они теряются, то есть реально отвечают на вопросы, сообщают пин-коды и, к сожалению, попадают да, и самое ловки печальное, что в этот момент человек, он как будто зомбирован, то есть он ничего не слушает. Ну, давайте от грамотности финансовой перейдем сейчас к грамотности в привычном ее значении. Да, в мире, где общение стало максимально быстрым, мы порой забываем о его качестве, коверкая ударений, употребляя слова-паразиты. Мы рискуем быть неправильно понятыми. Как избежать досадных ошибок и говорить красиво и грамотно? Ответы в нашей традиционной рубрике «Говорим правильно». И сегодня мы поговорим про историю происхождения слова «арбуз». Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодняшнюю нашу встречу мы начнем с загадки. Итак, отгадывайте. Сам алый, сахарный, кафтан зеленый, бархатный. Я думаю, что эта загадка знакома многим из вас с детства. Угадали, что это? Конечно же, арбуз. Безусловно, август – это самый щедрый на дары лета месяц. И еще это месяц, в котором любители арбуза просто могут праздновать. А мы с вами сегодня поговорим о том, как возникло слово «арбуз» в русском языке. Откуда у этого слова ноги растут. По данным этимологических словарей, слово «арбуз» пришло из тюркских языков через персидский. И обозначает оно ослиный огурец. Ну, казалось бы, как-то очень странно. Причем здесь арбуз и ослиный огурец. Но интересный поворот в истории этого слова, слово «арбуз», по-тюркски будет «харбуза», рассказывает в своей книге о словах Лев Васильевич Успенский. Вот что он пишет. Примерно так, руководствуясь общепринятыми этимологиями, я рассказал о происхождении слова «арбуз» читателям журнала «Наука и жизнь» летом 1965 года. Но вскоре я получил письмо из Ташкента. Товарищ Даврон сообщил мне, что, по его мнению, харбуза надо понимать не как ослиный огурец, а как осел-огурец. В иранских языках, как утверждает Даврон, автор письма, слово осел добавлялось к другим существительным и придавало им значение усиления или увеличения. Ну, примерно такое же значение придает суффикс «ищ» к словам в русском языке. Если мы говорим «домище», это означает «большой дом», «силище» – «большая сила», а «книга» – это «большая книга».
Вот примерно такое же значение и придавало слово «осел», когда оно добавлялось к другим существительным. И в доказательство к своим словам Даврон приводит несколько примеров. Вот что он пишет в своем письме. Так, хармуш, то есть осел-мышь, означает крыса. Харсанг, осел-камень, значит каменная глыба. Поэтому и харбюза следует понимать как огурец величиной с осла. Огуречище. После такого сообщения, безусловно, Лев Васильевич обратился к специалистам в области иранских языков. И действительно, он нашел подтверждение словам автора письма. И он выяснил, что действительно русское слово «арбуз» на самом деле ведет свой этимологический род от осла-огурца, от огуречища. Давайте наслаждаться арбузами и говорить правильно. Всего доброго! Начало осени – очень радостное время. Школьники возвращаются за парты к получению новых знаний. Взрослые возвращаются из летних отпусков и с радостью приходят на свою любимую работу. А как прекрасны первые заморозки и прохладные осенние дожди. Вот как здорово, что Руслан очень рад вернуться на свою любимую работу. Он как раз сегодня вышел из отпуска. Вот. А вот насчет школьников я совсем не уверена. Ну, нет, первоклашки точно с радостью бегут в неизвестный мир школы. А вот кто постарше, судя по моим детям, не очень хотят начать учебный процесс. Ну да ладно. Вот, Руслан, почему ты считаешь, что все-таки осень – это что-то прекрасное? По-моему, для большинства где-то с середины сентября это такая небольшая осенняя хандра и депрессия. Ну, абсолютно с тобой согласен. Я, конечно, немножко приукрасил сейчас краски, но мы, кстати, задали ребятишкам вопрос, что такое осенняя хандра. И вот что они ответили. Хандра, осенняя хандра, ну это когда, наверное, осенью скучно. Мне кажется, что это осенью. Ну, наверное, это что-то связанное с природой. Эти мне непонятно. А вот, например, когда тебе грустно, что ты делаешь? Плачу. Осенью весело или грустно обычно? Ну, нормально. А как ты думаешь, что такое осенняя хандра? Это город на севере. На севере? Возле города Якутска? Да. А ты там был когда-нибудь? Нет. А хандра тогда слово, что тебе напоминает? Нахэ обычно это плохое слово. Я только головоломку 2 смотрела. Там это есть хандра только. Какие эмоции она у тебя вызывает? У меня ноль эмоций. Ноль эмоций? Ну, я только веселая во всех годах. Ну, когда мне весело, я всегда улыбаюсь. Хорошо. Когда нет, не весело, значит не улыбаюсь. Хорошо. Как вот избавиться от грусти? Моя грусть сама через какую-то минуту проходит, не знаю. Походить в школу. Походить в школу? Да. А в школе не скучно? Нет. Весело. В школе хотя бы ты знания получаешь. А знаешь какой-нибудь анекдот? Ну, я больше знаю о мемах. О мемах? Да, мемов. Хорошо. Скажи свой любимый мем. Это хаппи-хаппи. Кот в банане. И он еще, когда он расстраивается, он делает... Вот такие у нас специалисты отвечают на вопросы. Очень забавно, по-моему, получилось. Иногда об этом стоит задуматься, что не все так очевидно, как нам кажется. Вообще, 1 сентября – это не только торжественная линейка, первый школьный звонок, но и очень важные события для первоклассников и их родителей. Ребенок впервые идет в школу. Начинается новый этап его жизни, меняется социальная роль, он становится учеником. У первоклассников переход от дошкольной жизни к школьной не всегда проходит гладко.
появляется новый режим дня, новые обязанности, что часто вызывает усталость, капризность и непослушание. В этот период увеличивается количество детей с повышенной тревожностью, поэтому возникает необходимость помочь им успешно адаптироваться к новым социальным условиям. Разбираться в этом мы будем с психологом Ангелиной Матейчик. Доброе утро. Доброе утро. Ну, наверное, все уже подготовились, но я думаю, будет не лишним повторить, как настроить на линейку 1 сентября, особенно первоклассника. Ну, тут можно сказать проще. Самое главное – это спокойствие родителей. От ребенка ничего не зависит. Его просто привели, поставили, если нужно, выступил, если не нужно, с цветочками постоял, поздравил учителя, и на этом все. Первый день для ребенка это будет вообще просто нонсенс какой-то, он никогда там не был. Да, он ходил в детский сад, но это совсем другое. То есть сейчас он идет в новый статус, в новую жизнь, уже в более взрослую жизнь. Здесь самое главное – спокойствие родителей, подготовка именно родителей ребенка, то есть внешний вид нужно подготовить ребенка, обговорить какие-то страхи. Обязательно это не должно быть никакого негатива. То есть часто бывает, что родители говорят: вот опять эта школа, вот там у меня старший там подрос, или там, например, просто: ой, у нас в школе было. Не надо такого негатива, да, то есть, соответственно, заранее уже ребенка подготавливать к тому, что там все плохо, школа это плохо и так далее. Естественно, нельзя говорить, что учителя будут строгие, тебя будут ругать и так далее, да, это опять же идет негатив, да. Ну вот как-то так. Ну, Режим дня тоже обязательно, да, то есть это нужно заранее с ребенком, где-то еще в июле, в августе, наверное, начинать с 7 до 9 ребенок бодрствует, да, в 9 часов ребенок уже должен ложиться спать, в 7 просыпается, завтракает и собирается в школу. Все должно быть спокойно и в распорядке. Ну, я сейчас вспоминаю, вот как вы думаете, это оптимистичный как бы настрой или нет, когда вот бабушка говорит, что я в школу ходила пешком по 7 километров в день, по 10, а ты сейчас вот так быстро приходишь в школу. Это поддержка или это тоже небольшой негатив? Ну, тут двояко можно расценивать, да. Тут можно расценивать: бедная бабушка, ей как было плохо в школе, да, пожалеть бабушку. Ну, тут настроя плохого для ребенка, в принципе, особого нет. Ну, то есть она, наоборот, говорит: а тебе хорошо, у тебя школа рядом, тебя быстренько довезли, да, и так далее. Ну, думаю, что нормально. Ну, по линейке более-менее понятно, а вот, допустим, новое окружение, да, вот ребенок или шел в другую школу, или, допустим, вот на первоклашке, вот как можно подготовить ребенка? Ну, смотрите, новое окружение – это всегда стресс. Это не только для ребенка, это и для взрослого бывает стресс, да, однозначно. Опять же, это поддержка родителей. То есть родитель всегда должен окружать ребенка спокойствием, поддержкой, эмоциональным состоянием стабильным и так далее. То есть если стабильное состояние у родителей, соответственно, у ребенка тоже будет стабильное состояние. Если родитель в конфликте сам с собой, извините, он не понимает, что там произойдет, конфликтует с учителями и так далее, да, ну, соответственно, и ребенок будет точно так же реагировать. Всегда это идет поддержка ребенка. Если случилось так, что что-то в школе произошло уже после, например, 1 сентября, 2, там, 3, да, в начале, то необходимо, конечно же, тоже быть больше на стороне ребенка. Сначала нужно выслушать своего ребенка, потом уже поговорить с учителем, потом уже выслушать там, если какие-то другие дети присутствовали, или родители, или еще что-то. Но родитель обязан быть на стороне своего ребенка всегда, даже если этот ребенок не прав. Все равно родитель должен его поддержать, выслушать. Почему? Ну, иногда взрослые считают, что ребенок не прав, на самом деле ребенок был прав, просто его не выслушали, его не поняли. Вот. Поэтому родитель должен быть на стороне ребенка. Это самое главное. Вот как быть с коррекцией поведения? То есть ребенок в садике бегал, прыгал, была полная свобода, тут ему нужно сидеть за партой, то есть вести себя более сдержанно. Вот что делать, если у тебя гиперактивный ребенок? Как настроить его на учебный процесс? Ну, тут настроить на учебный процесс родители точно не смогут. Это однозначно работа специалистов, то есть это работа учителей, педагогов и так далее. Да? Единственное, что могут сделать родители, это поддерживать педагогов. У нас же как: это учитель плохая, там нет, такого негатива вообще не должно быть. Учитель всегда прав, точно так же, как родитель всегда прав, да. Естественно, есть и права ребенка, их тоже нужно учитывать, их тоже нужно спрашивать у ребенка и так далее, советоваться с ним. Но
Тем не менее, как бы ребенку нужно показать, что это твоя работа, это твое будущее, это твоя карьера. Об этом нужно говорить. Настрой должен быть позитивный. Он не должен быть такой, что ты должен, ты обязан. Нет, такого не должно быть. Потом, по поводу активности ребенка. Да? Активный ребенок – это здорово. У него здоровые психологические родители. Он бегает, прыгает, играет, ломает, крушит все и так далее. Это вполне здоровый, адекватный ребенок. Но есть, конечно, такие дети, когда врачи называют гиперактивными. Да? Тут очень сложно понять, где та грань. Просто активный ребенок или гиперактивный ребенок. Конечно, с гиперактивностью уже должен работать психолог. Это однозначно. Если родители замечают, что ребенок слишком гиперактивный, там, или врач поставил такой диагноз, так скажем, да, хотя на самом деле это совершенно не болезнь, не гиперактивность, не замкнутость, это не болезнь, это небольшие отклонения от нормы, да, так скажем, защитная реакция организма и поведение ребенка от негатива в жизненных ситуациях. Да. Вот. Соответственно, необходимо обратиться тогда к психологам. Лучше работать с семейными психологами. Почему? Поясню. Детский психолог, он работает только с детьми, да? А семейный психолог, он работает полностью со всей семьей. Иногда, ну, точнее не иногда, а даже чаще встречается, когда родители виноваты в поведении ребенка. Вот. Ну, вот от гиперактивности можно перейти, наверное, к гиперопеке. Вот родители, особенно это проявляется в общих группах, да, например, есть такое даже понятие «я же мать», да, то есть мама, которая стоит... Я же мать, все это есть, все присутствует. Вредно это или полезно для самого ребенка и вообще вот для его окружения? Гиперопека? Гиперопека, да. Ну, конечно, это вредно для ребенка. Ребенок должен быть самостоятельным. С детства, вообще с малых лет, еще в детском саду ребенок должен быть самостоятельным. Почему в детском саду воспитатели говорят, не одевайте ребенку колготки, он должен одеваться сам. Я приведу просто из жизни пример, когда воспитатель все время говорит, у меня такой характер, да, я все так, быстренько садись, быстренько одевайся, мы торопимся, мы спешим, давай быстренько сам. Муж приходит и одевает ребенку колготки, а воспитатель говорит, ваш муж опять одевал колготки вашему ребенку. Я говорю, да ты что, в конце концов? Ну, то есть где-то есть слабинка, да, все равно родители где-то должны баловать. Один, если родитель строго, другой родитель должен быть мягко. То есть должен быть какой-то баланс, да. Вот. Конечно же, я сильно не ругалась с мужем, да, но тем не менее ребенку такая поблажка я, была. кстати, наверное, приму сторону вашего мужа, потому что когда приходишь, особенно в зимний период, ты весь в теплой одежде, а в группах обычно очень тепло, жарко, и тебе хочется быстрее одеть ребенка, чтобы быстрее выйти на улицу. Он да, что хочется побыстрее все сделать, чтобы уже быстрее его забрать. Но это неправильно, нужно подождать и научить ребенка самостоятельности. Ну а как это работает на подростка, когда говорят, что наоборот должно быть единообразие прям требований, что такая общая коалиция, общие правила, поведение, потому что вот проблема же у нас как? У нас с маленькими детьми бывают сложности, потом вроде бы затишье в среднем звене, и потом начинаются проблемы уже со взрослыми детьми, когда вроде бы все умеют, но одеваться, по крайней мере, точно. Вот. А сложностей не меньше. Ну, во-первых, кто говорит об этих правилах? Правила существуют для того, чтобы их нарушать. Будем честными, да? Каждый ребенок индивидуален. У каждого свой темперамент, у каждого свой характер, у каждого свой склад ума. И тут как бы мы не можем каждому стабилизировать определенное поведение. Поэтому тут говорить о правилах, ну, как бы есть общепринятые правила, да, конечно же, мы к ним стремимся, но и индивидуальность ребенка тоже нужно учитывать. Соответственно, это тоже работа уже специалистов, это уже учителей, педагогов работа. Они должны каждому ребенку уделить какое-то внимание, чтобы у него проснулся интерес к этой учебе, да. То есть не родитель, ну, родители, конечно, со своей стороны тоже интерес, да, они должны показывать своим примером, что вот мы тоже любим учиться, мы вот тоже когда-то учились, получали дипломы, получали аттестаты там, и так далее, да. Но больше это, конечно же, работа учителей, и нужно им просто не препятствовать. Спасибо большое, было очень интересно. Будем надеяться, что наши телезрители почерпнули для себя новую информацию. Если давно знали, но задумались о том, вот как нужно готовиться к учебному процессу. Ну а прямо сейчас переходим к последним новостям.
Но мы продолжаем говорить о самых заметных событиях к этому часу. В Якутии продолжается работа по устранению последствий паводков. Завершена работа по сбору и отработке заявлений от пострадавших граждан. Более 1200 человек получили материальную помощь, 375 – финансовую. К завершению подходит строительство и ремонт домов для семей, потерявших свое жилье при наводнении. В Аймяконском районе из 33 домов в 14 выполнили ремонт. МРОД в России вырастет на 20% с января следующего года, достигнув 27 тысяч рублей. Индексация значительно превысит прогнозируемый и, вероятно, фактический уровень инфляции. Изменения коснутся доходов 5 миллионов россиян. Законопроект об индексации МРОД правительство внесет в Госдуму в сентябре вместе с проектом бюджета на 26-28 годы. Городской транспорт Якутска обновится. В Москве состоялось подписание соглашений между республикой и государственной транспортной лизинговой компанией. Договоренности предусматривает поставку автобусов «Волга-Бус». Они позволят повысить комфорт для пассажиров и водителей. Новые машины уже работают на городских линиях. Вся партия будет передана в регион до конца года. Реализация сделки будет содействовать исполнению указа президента России. Обновление вообще техники – это прежде всего, конечно, безопасность. Потому что мы понимаем, что те автобусы, которые показали себя в наши экстремально низкие температуры, оправдали наши ожидания полностью и с технической точки зрения, и с точки зрения комфорта. Они узнаваемы, в городе ездят и так ярко выглядят. И, конечно, внутри абсолютно по-другому чувствуют себя пассажиры. Первая школа Якутска признана одной из лучших в республике по качеству выпускников. Рейтинг за текущий год второй год подряд выделяет ее среди обычных городских школ. Она вошла в топ-20, опередив многие инновационные школы и уступив лишь лицеям и гимназиям с особым статусом и конкурсным отбором. Интересно, что ряд якутских школ, попавших в топ-20 по количеству выпускников, поступивших в вузы, в рейтинге качества оказались ниже. Из 20 лучших школ республики по качеству выпускников только 8 городские и лишь школа номер 1 без углубленного изучения предметов. На стенах 30-й школы появились муралы в честь первого якутского летчика Валерия Кузьмина. Мурал получил название «Мечтая о небе». Художественное изображение было оформлено в рамках столетия гражданской авиации 2 картинами – мальчика, смотрящего в облака, и уже взрослого Валерия Ильича на фоне одного из судов. Цель возведения мурала – стать вдохновляющим примером для учащихся и символом веры в свои возможности добиться любых целей. В этой школе должны знать. И все-таки данный мурал, получается, входит в концепцию, наверное, всего микрорайона. Здесь городок авиаторов. И я думаю, этим муралом, наверное, все очень рады. И, конечно же, этот человек является тем примером, который служит нашим молодым ребятам, то, что каждая мечта, она достижима. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Овен. Для вас наступает время решительных действий и карьерных прорывов. Ваша энергия достигнет пика, позволяя с легкостью преодолевать любые препятствия на пути к цели. Сосредоточьтесь на самых амбициозных проектах, ведь именно сейчас у вас есть все шансы получить признание руководства. Телец. Эта неделя принесет вам фокус на материальную стабильность и домашний уют. Пересмотрите свой бюджет и найдите новые способы оптимизации расходов, что откроет неожиданные финансовые возможности. Благоприятное время для благоустройства жилья или начала небольшого ремонта, который принесет радость. Близнецы. Вас ждет неделя, насыщенная общением, новыми знакомствами и потоком полезной информации. Ваша коммуникабельность станет ключом к решению многих рабочих и личных вопросов. Будьте открыты к обучению и коротким поездкам. Они принесут свежие идеи и перспективы.
Рак. На этой неделе ваша интуиция обострится до предела, направляя вас в вопросах семьи и личной безопасности. Прислушивайтесь к внутреннему голосу при принятии важных решений, особенно касающихся недвижимости. Эмоциональная сфера потребует внимания. Проведите время с самыми близкими людьми, чтобы наполниться теплом. Лев. Используйте эту неделю для публичных выступлений, презентаций и продвижения собственных идей. Энергия недели способствует раскрытию творческого потенциала и началу новых романтических историй. В профессиональной деятельности не бойтесь брать на себя ответственность за смелые проекты. Дева. Сосредоточьтесь на систематизации рабочих процессов, планировании и заботе о собственном здоровье. Эффективность и внимание к деталям помогут вам завершить давно отложенные дела и получить заслуженное вознаграждение. В личных отношениях полезно будет обсудить совместные планы на будущее. Весы. Дипломатические способности помогут вам сгладить любые конфликты и найти компромисс в сложных ситуациях. Это прекрасный период для заключения договоров, деловых переговоров и укрепления союзов. В личной жизни гармония будет зависеть от вашей готовности идти на поступки. Скорпион. Доверяйте своим снам и предчувствиям. Они станут вашими лучшими советчиками. В профессиональной сфере стоит действовать не напрямую, а используя стратегический подход. Избегайте участия в интригах, сосредоточьтесь на собственных целях и ресурсах. Финансовая проницательность поможет обнаружить выгодную, но не очевидную возможность. Стрелец. Ваше стремление к свободе и оптимизм привлекут в вашу жизнь единомышленников. Участвуйте в общественной деятельности и неформальных встречах. Именно там вас ждут перспективные знакомства. Это отличное время для планирования путешествий или начала образовательного курса. В отношениях с любимым человеком важны общие интересы и совместные мечты. Козерог. На этой неделе фокус смещается на ваши карьерные амбиции и социальный статус. Появятся реальные шансы для профессионального роста и достижения давно поставленных целей. Ваша настойчивость и трудолюбие будут замечены вышестоящими лицами. Не бойтесь брать на себя больше ответственности. Это окупится в будущем. Водолей. Вас ждет неделя расширения мировоззрения, новых знаний и философских открытий. Тяга ко всему необычному и прогрессивному приведет вас к интересным людям и идеям. Благоприятный период для изучения иностранных языков, взаимодействия с людьми издалека и освоения новых технологий. Рыбы. Эта неделя погрузит вас в вопросы личных финансов, глубоких эмоциональных связей и внутренних перемен. Возможно, придется столкнуться с необходимостью решить старые долговые обязательства или пересмотреть общие ресурсы. На работе интуиция подскажет, как избежать потенциальных кризисов. Позвольте себе отпустить прошлое, чтобы освободить место для нового. Ну что, всем еще раз доброго утра, отличного настроения. Вот так нам предсказывают звезды сегодняшний день и эту неделю. Поэтому прислушивайтесь, но знайте, что осень – это не повод для хандры, и тем более 1 сентября – это правда настоящий праздник. Праздник начала золотой осени и Дня знаний, который всем нам так очень дорог. Ну а как пройдут все линейки, мы рекомендуем вам посмотреть, потому что много изменений в законодательстве, которые стартуют именно с 1 сентября. Поэтому да, будьте внимательны, проверьте, да. Изучайте право. Ну и до встречи завтра в то же время.